праздник весны и труда в интернете. Как якутяне откликнулись на участие в первомайских акциях. В Алдании безнадзорных собак стало больше. Изоляция и карантин негативно сказались на проблеме бродячих животных. Заработают в мае и коснутся многих россиян. Важные законы и правила вступают в силу с сегодняшнего дня. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Первомай шагает по стране, но впервые в переносном смысле этого слова. Вместо привычных демонстраций, встреч с коллегами и друзьями, в этом году праздник прошел в режиме онлайн. Дистанционные поздравления, конкурсы, флешмобы и лекции. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Уважаемые якутяне, поздравляю вас с Первомаем, праздником весны, труда и мира! Ура! Ежегодно первомайская демонстрация собирала тысячи людей. Пестрые колонны проходили по улицам города с плакатами, транспарантами и лозунгами. Исключением стал этот год. Сегодня улицы пусты, а люди сидят по домам. И о празднике дает знать только музыка, звучащая на центральной площади Якутска. Сам же праздник перешел в онлайн-режим. Участники готовились к параду заблаговременно. Последние несколько лет Якутск неизменно был в числе лидеров в стране по массовости. В прошлом году в столице республики в демонстрации приняли участие более 40 тысяч человек из более чем 300 трудовых коллективов. Через здоровое и благополучное население к сильному и процветающему государству! Ура! Не имея возможности выйти на улицы, многие записали видео поздравления. К флешмобу присоединились различные трудовые коллективы. Ковидное отделение поздравляет всех с первомайскими праздниками. Ура! От имени коллектива Якутской птицефабрики поздравляем вас с 1 мая. Желаем вам радости, вдохновенного совместного труда, коллективной сплоченности и единения с теми, кто вам дорог. Многие якутяне решили отметить Первомай даже в условиях самоизоляции. Конечно, не масштабно, но с фантазией. Управление культуры Якутска проводит в социальных сетях флешмоб, посвященный первомайским песням. Принять участие в нем может любой человек. Сложившаяся ситуация внесла коррективы даже в мероприятия, которые проходят в соцсетях. Так организован конкурс на самую оригинальную маску. Также несколько конкурсов объявила Федерация профсоюзов республики. Вокальный, конкурс видеороликов, челлендж, посвященный празднованию 1 мая. Проводимые акции призваны показать заинтересованность Якутии в решении вопросов социальной и трудовой справедливости. Сложная эпидемиологическая ситуация в стране и в мире, вызванная пандемией коронавируса, заставляет нас находить новые формы организации массовых акций. В этом году по всей стране профсоюзные первомайские акции решено проводить путем использования социальных сетей и средств массовой информации. По сообщению главы региона, никаких массовых мероприятий по случаю майских праздников не будет. Чтобы принятые меры не были ужесточены или не были продлены до июня, это время необходимо провести дома в кругу семьи. Юрий Осипов, Якутск. А в Покровске устроили первомайский флешмоб под названием «Демонстрация в самоизоляции». По улицам города курсировал автомобиль, из которого звучали первомайские песни и лозунги. Маршрут пролегал через весь город. Праздничная автомашина заехала во дворы частного сектора и многоквартирных домов. Покровчане из балконов, веранд или приусадебных участков приветствовали музыкальное авто, размахивая шарами и первомайскими поделками. Всегда буду нежна, всегда буду мама, всегда буду я. Ура! Ура! Да здравствует 1 мая! Ура, товарищи! Всем здоровья! Сидим дома!
За весь период распространения коронавирусной инфекции в Якутии зарегистрировано 229 случаев заболевания. В Якутске, Алданском, Ленском, Сунтарском, Вилюйском, Горном, Мирнинском, Нерюнгринском, Аймиконском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Кобяйском и Намском районах. Из 229 больных выписаны с выздоровлением 34 человека, умерло 4. 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в республике за минувшие сутки. Об этом сегодня, 1 мая, рассказал глава региона Айсен Николаев в ходе брифинга по эпидситуации в регионе. Ситуация в республике остается такой же напряженной. За последние сутки у нас 17 новых случаев заражения. Из них и заражения по ряду районов, таким, например, как по Нерюнгри 2 случая, по Вилюйску 1 случай, появился коронавирус в Намском районе 1 случай. И у нас порядка 12 новых случаев по городу Якутску. Вместе с тем, я считаю, что по городу Якутску у нас в последующие дни все равно будет возвращение к уровню примерно 20 случаев каждый день, потому что у нас очень все-таки крупный, по нашим понятиям, по нашей республике, очаг заражения у нас именно в городе Якутске, по республиканской офтальмологической больнице. Об этом уже сегодня можно говорить, потому что анализ тех данных, которые сегодня у нас имеются, говорит о том, что большое заражение среди медицинского персонала и в том числе заражение и среди пациентов данной больницы. Сейчас проводится служебное расследование, которое должно показать уже степень виновности тех или иных руководителей в определенных нарушениях правил безопасности эпидемиологической, которые были явно допущены в самом режиме работы данного республиканского медицинского учреждения. В Ленске врачи и медперсонал инфекционного отделения работают в режиме казарменное положение, что означает работу в круглосуточном режиме с проживанием в больничном обсерваторе, не возвращаясь домой. Они спасают жизни больных коронавирусом, ежедневно рискуя своим здоровьем. Ленская больница обеспечена всем необходимым средствами защиты, и весь медперсонал соблюдает меры предосторожности. Все медработники проверяются, уже неоднократно мы делали посевы, все посевы отрицательные, поэтому поликлиника работает в усиленном режиме, вся помощь оказывается только на дому. Стационар у нас закрыт, оказывается неотложная помощь, там тоже все перекрыто, чтобы не было пересечения потоков, всем сотрудникам осуществляется термометрия, все заносится в журнал, чтобы никто с температурой на работу не попал. Пока вот так, так что идет такая серьезная работа уже в течение 1,5 месяца. Аптекам разрешат создавать приложения для клиентов и реализации товаров. Такое решение предусмотрено законом о дистанционной продаже лекарств, который был принят Госдумой в 3-м чтении. В теории теперь все необходимое можно заказать через интернет, но к новому закону есть вопросы у законодателей и у бизнесменов. В чем проблема, разбирался Максим Кардозу. Заказать лекарства, не выходя из дома. В условиях самоизоляции это самый верный и удобный вариант. Ведь в теории вероятность встретить в аптеке заболевшего человека возрастает в несколько раз. Причем не секрет, что за лекарствами чаще ходят именно пожилые люди, а это самая большая категория граждан, входящая в группу риска в период эпидемии. Конечно, доставка лекарств – это очень нужное дело, но это должно касаться только тех, которые именно в этом нуждаются. Конечно, люди старшего возраста, они знают, какие лекарства им нужны. А так, просто так заказывать лекарства, я думаю, что в этом нет необходимости. Закон разрешает продавать дистанционным способом только те лекарства, которые отпускаются без рецепта. Кроме того, нельзя продавать наркотические, психотропные, а также препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Для реализации такой услуги необходима и особая курьерская служба, которая сможет обеспечивать грамотную доставку, например, термобоксы для особой категории лекарств. Но здесь возникают и другие вопросы. Самый главный спорный вопрос, он заключается в том, что кто будет доставлять эти лекарства пациенту. Сторонники первого подхода, они говорят о том, что это должны быть специалисты, фармацевты, провизоры или люди с медицинским образованием. Противники говорят о том, что это невозможно, потому что не будет хватать просто специалистов. Второй подход заключается в том, что любой курьер может доставить с аптеки пациенту лекарства.
Противники говорят о том, что курьер, он не может объяснить противопоказания по лекарствам или другие вопросы, которые будут возникать у пациентов. И вообще это очень опасно. Понятно, что для онлайн-продаж у компании должен быть сайт, электронная система платежей. Также предпринимателям разрешат создавать мобильные приложения, чтобы заказывать товары можно было с любого гаджета. Правда, право на дистанционную торговлю получат только те аптечные сети, которые имеют не менее 10 действующих торговых точек. А это сильно ограничивает количество региональных игроков. Эксперты говорят, что закон еще обязательно будет дорабатываться с учетом мнений и предпринимателей, и граждан. Ведь главная его задача – сделать жизнь в условиях пандемии комфортнее. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Изоляция и карантин негативно сказались и на проблеме бродячих животных. В Алдании безнадзорных собак стало больше, безответственность хозяев никуда не делась. Отловленных четвероногих размещают в пункте передержки, продолжит Татьяна Махнина. Жалоб от алданцев на то, что докучают безнадзорные собаки, стало меньше. В основном люди находятся дома, без острой надобности стараются никуда не ходить. А число безнадзорных собак как раз возросло. Многие хозяева предпочитают отпускать питомцев на самостоятельный выгул. Вопросы как бродячих животных, так и безнадзорных, то есть тех, которые гуляют сами по себе, в Алдане стоят остро не только наступившей весной. Попустительство и разгильдяйство хозяев существуют отдельно от эпидемиологической ситуации. В период карантина эти качества проявились в полной мере. Люди выпускают их, они бегают, они могут убежать далеко. Собаки бегают на очень большие расстояния. Если сейчас весна, начинается гон, и собаки бегают порядка до 10 километров могут убежать. Отпущенные беспечными хозяевами погулять, собаки зачастую сбиваются в стаи, и тогда их поведение непредсказуемо. В брачный период угрозы возрастают многократно. Вызвать агрессию у сообщества друзей человека может что угодно – резкое движение, запах и даже шуршащий звук. Потенциальная угроза жизни и здоровью, которую несет стая собак, лишь одна сторона медали. Безнадзорные животные являют резерв для циркуляции вирусов и инфекций. Некоторые из болезней могут быть опасными не только для животных, но и для людей. Важные законы и правила заработают в мае и коснутся многих россиян. С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей. Операции до 100 тысяч рублей будут бесплатными, свыше 100 тысяч в месяц комиссия должна составлять максимум 1500 рублей. Также 1 мая вступает в силу закон, который гарантирует ученикам 1-4 классов бесплатное питание. Вводить новые правила будут поэтапно, начиная со следующего учебного года. К 1 сентября 2023 года оно должно работать во всех школах. Вступят в силу ограничения на продажу алкоголя. С 5 мая начнет действовать закон о запрете продажи алкоголя в ресторанах, кафе и барах, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. С площадью зала обслуживания, не превышающей 20 квадратных метров. Регионы смогут устанавливать более жесткие требования к площади помещений. Между тем, новые комфортные для родителей правила о получении и распоряжении средствами материнского капитала начинают применять на практике. Пенсионный фонд внес все нужные поправки в административный регламент, которым руководствуются чиновники для оказания этих услуг. Соответствующее постановление правления Пенфонда вступает в силу 1 мая. Теперь рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала должно занимать у сотрудников Пенфонда не больше 10 дней вместо привычных 30. О принятом решении чиновники должны сообщить уже на следующий день. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.